Вчера у нас было собрание, вот, пожалуйста, Да. вам решение. Вы меня не лишили Андрей, репутации. уберите, пожалуйста, камеру. Это значит, что я могу остаться, правильно? Вы должны мне вынести второе предупреждение. Да, да. Хорошо, тогда я остаюсь, вы можете взять. Это ваше право. Хватит снимать. Надо же вас всех зафиксировать. Потом будем разбираться же уже с вами при новой власти. Прывітанне. Недавно у РБ прайшлі так званыя выбары так званых дэпутатаў у палату прадстаўнікоў чагосьці там. На жаль, нам змагарам не стварылі за мяжой умоў, каб паўдзельнічаць у галасаванні. Таму сёння я пакажу мой кейс з прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, калі Вольга Павук была назіральніцай у школе вёскі Гаць, што ў Акцябрскім раёне Гомельскай вобласці. Згодна артыкулу 65 так званай Канстытуцыі Беларусі, выбары і падрыхтоўка да іх праходзяць адкрыта і галосна. 6 жніўня я прысутнічаў на ўчастку і праводзіў відэафіксацыю сваёй жонкі і назіральніцы, якая чытала скаргу членам выбарчай камісіі. А на наступны дзень мяне затрымалі і далі 15 сотняў за нібыта хуліганства на гэтым участку. Дык вось, а не так даўно у тык-току я пазнаёміўся з таемнічай персонай, якая называе сябе юрыстам з Беларусі. Прадстаўляецца Антонам пад нікам Деспат. Карыстальнік не публічны чамусьці, але ж страшна аўтарытэтны прававед сярод ебацек. І галоўнае, у адрозненне ад чыноўнікаў, гэты Деспат дасведчаны быццам бы і кампетэнтны ва ўсіх справах, і на ўсё ў яго ёсць адказы. Але ж ёсць і маніпуляцыі, памылкі і, здаецца, нават хлусня. Разбурыць гэтыя маніпуляцыі мне сёння дапаможа прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў Марыя Колесава-Гудзіліна. Нагадваю, што мы ў стрыме ебацік разбіралі мой кейс пра магчымасць відэаздымкаў на выбарчым участку. Поехали! Согласно белорусского законодательства, выборы у нас проходят открыто и гласно, никто это не опровергает. И вот, значит, я пришел, посмотрел, я вижу, что моя супруга хочет зачитать им претензию. Я взял фотоаппарат и снял, как она читает. У нас видеосъемка запрещена. Так открытые же гласные. Это и как понять? Протоколом участковой комиссии. А мы с Ольгой Викторовной протокол дома сделали, что можно. А кто вы такие, с Ольгой Викторовной? А что ваш протокол означает для нас? А если вы не помните? Я не хочу, чтобы меня снимали. Если я не хочу, это мое. Снимайте свою жену. Вы находитесь в общественном месте. А какая разница, где я нахожусь? Выборы проходят открыто и гласно. Вам нечего стесняться, если все честно проходит. Все честно, я не хочу. Ну, значит, не надо было быть членом комиссии, если не хотите. А я вас не спрашиваю. А надо было спросить. А кто вы такие? А вы кто такие? Я член комиссии на данный момент. Ну, а я известный блогер. Андрей, покиньте, пожалуйста, участок. Все, плодотворной вам работы. Работайте честно, сумленно. Спасибо. Вот если придут вот 10 тысяч вот таких Андреев на избирательный участок и начнут делать то, что им взбредет в голову, вы сами понимаете, что там получится цирк. Что значит, таких как Паук будет 1000, будет цирк? Посмотри, сколько приходит журналистов, когда голосует имя, которое нельзя называть. Почему цирк? Я не знаю. Это же доступ, точно так же, как доступ в здание для того, чтобы узнать информацию. Как люди узнают о том, что происходит избирательный процесс? Ведь это глупость на самом деле. Не пускать журналиста или блогера или еще что-то, это наоборот, может быть, заинтересует граждан. Вот этих вот 18-летних ребят, там, 20-летних, которым может быть вообще абсолютно безразлично, что у вас там происходит в избирательном праве, в избирательном процессе. Они, наоборот, должны были бы порадоваться и сказать, конечно, проходите, Андрей. Я бы на их месте именно так делала. Ну, то есть пиар как бы на нуле. У вас должна быть какая-то общественная организация, вы должны получить допуск. Вы на что как ссылаетесь? наблюдатель. Не обязательно, Вот он может вы быть должны... физическим лицом. Стас, секундочку, не обязательно. У нас в соответствии с законами физическое лицо может получить аккредитацию наблюдателя. Ну, без разницы, вот без разницы, физическое лицо. Но вы должны получить аккредитацию наблюдателя. Так вот, Андрей, была у вас эта Так я аккредитация? не был наблюдателем. Я был гражданином, который присутствовал на участке, который общественном месте. А как вы устанавливали тогда? Если вы не были наблюдателем, как вы устанавливали факты нарушения?
Так я не устанавливал факт нарушения. Я снимал свою жену в общественном месте. И это не запрещено. Я отвечу, что запрещено, что не запрещено. Ребята, давайте сейчас дадим оценку понятия, что такое открытое и гласное. Как вы, Андрей, это понимаете? Это значит, что мне доступна вся информация о работе госорганов. Открытое означает беспрепятственное. То есть открытое голосование никто никому никаких препятствий не устанавливает. Для того, чтобы реализовать свое право подать голос за кандидата. То есть вот в части, когда человек совершает действие голосования, ему никто не препятствует. Гласное означает, что результаты этих выборов оглашаются. Гласность – это и гласность избирательного процесса, а не гласность результатов выборов. А мы имеем право этим принципом воспользоваться и узнать о том, что происходит на избирательном участке. Это касается всего процесса. Весь процесс избирательный начинается не с момента, когда оглашаются результаты, вывешивается протокол. Он в момент, когда составляются списки избирательной комиссии, возможность подать заявление, становиться наблюдателем, потом, например, составляются списки этих избирателей. Ну, мы не можем иметь доступ к личным данным, но можем спросить, например, количество. Так вот, открытое вам не препятствует получить бюллетень, зафиксировать свою волю, подать этот бюллетень в соответствующую урну. Гласное. Результаты выборов оглашаются, то есть не скрываются от народа. Есть шутка про то, что два юриста, три мнения, понимаешь? То есть это же вопрос толкования. Если мы все время думаем с точки зрения того, чтобы загнать в какие-то рамки гражданина, то, конечно, можно там толковать, что это открытое, только если туда можно открыто зайти. Но на самом-то деле это больше, чем просто зайти в какое-то помещение. Я хочу знать, как происходит избирательный процесс. Я хочу за ним наблюдать. Почему не запрещены независимые наблюдатели? Почему, например, этих наблюдателей, которые сидели возле участка в 2020 году, не задерживали? Их пытались выгнать, но не задерживали. Потому что это противоречит вообще в принципу открытости. Потому что они могут наблюдать. Им не нравится избирательная комиссия внутри, но человек имеет право наблюдать за избирательным процессом в любой момент. Любой гражданин. Относительно вашего деяния. Вы совершали действия, не предусмотренные в публичном месте, которые предназначены для исключительно следующих событий. Вы пришли, вы взяли бюллетень, вы сделали отметку свое волеизъявление в бюллетне за определенного кандидата, положили этот бюллетень в урну и вышли, не препятствуя остальным. Слушай, я прям супер не согласна. Потому что в чем препятствие? Там что, было каких-то куча людей, ты создал очередь? Или они не выдавали бюллетень? То есть твоя функция, ты знаешь, как... Ну, это очень обидно, на самом деле, звучит. Твоя функция — приди, возьми бюллетень, поставь галку и уйди. А что ты думаешь на самом деле, никого не интересует. Так, а где я препятствовал остальным тогда? Так вот, Андрей, Наши действия отвлекали внимание лиц, которые приходили туда с целью проголосовать. И для того, чтобы пресечь ваши действия, направленные на отвлечение внимания других, вас удалили оттуда и дали оценку вашим деяниям. Это официальная позиция госоргана или ваше личное мнение? Я комментирую это как юрист. Слушай, я тоже пользуюсь такими штуками, когда мы подстраиваем ту или иную норму, как нам удобно. Потому что ты делаешь это, чаще всего в интересах клиента. И у меня возникает вопрос, когда мы слушаем этого юриста, кто его клиент? Вот. Его клиент государства, что он его оправдывает. Ваши остальные действия, не предусмотренные в момент голосования, могли создать препятствие, отвлечение внимания. Мне прям стыдно, честно говоря, говорит он, а мне стыдно. Что не так я сказал? С чем именно вы не согласны? Общественное место. Как себя нужно вести в общественном месте? Скажите, пожалуйста, мне вот вопрос я задам. В общественном месте я могу употреблять еду? Конечно. То есть я могу, купить, например, ребята, ради улыбнуться, шаурму, прийти со своими друзьями и сказать: так, ребят, стоять, у вас тут, конечно, голосование идет республиканское, важное для кого-то, но мы тут решили, знаете, в общественном месте покушать.
Антон, а я бы с Допустимо мангалом это? пришел еще. Я не понимаю, Я бы как еще это пришел можно с мангалом и комментировать. зажег бы его еще там. Не, ну вы попробуйте так сделать, что вам инкриминируют, я не знаю. Ну а что здесь такого, правда? Мы же можем кушать. А давайте мы в общественном месте музыку включим. Музыку слушать? Камон! Вы же сами ее врубаете. И там даже танцуют. И будем танцы танцевать. Ну, позвольте. Мы же никому не мешаем, Ну, правда? вообще-то в общественном месте и танцуют танцы на дискотеках. Я вам хочу напомнить, что Так на вот еще избирательном раз, участке есть регламент. ведется Есть видеонаблюдение. регламент. В соответствии с регламентом о выборах, это место предопределяется с целью того, чтобы гражданин мог реализовать свое право. И все. Понял. Вот он зашел, получил бюллетень, сделал отметку, положил в урну, он свое право реализовал, не препятствуя другим. Понял. Не создавая причины для того, чтобы другие не могли этого сделать. Понял. А когда вот Александр Григорьевич Лукашенко дает интервью на избирательном участке, другим он препятствует? Он публичное лицо, он обязан давать комментарии для своего народа, пока не сложил свои полномочия, а он не сложил полномочия до того момента. Это его функция как руководителя страны. Его функция не в том, чтобы давать интервью. Глава государства туда приходит как обычный гражданин Александр Григорьевич Лукашенко, который ставит галочки за того или иного кандидата. Он туда приходит не как президент. Он приносит туда свой паспорт, его ищут в списке, он расписывается за бюллетень. В чем его отличие от меня или от тебя? Ни в чем. В том, что у него есть какая-то еще работа. Это вообще супер заблуждение, что если человека избирают президентом, то у него меняется функционал, скажем так. Он имеет право публично выступать в любом месте. На избирательном участке мы чем-то отличаемся. Мы одинаково точно такие же. Я могла за собой привести еще кучу журналистов, и они имели бы точно так же право снимать и так далее. Любой другой гражданин Республики Беларусь что может делать в публичном месте? Может выступать? Каждое публичное место предназначено для определенных событий. Например, Андрей. если мы говорим о театре, Так. это публичное место. Разумеется. Вот собрались люди в театр, это публичное место. И если я в этом театре, там, где находятся люди, и смотрят какую-то постановку театральную, включу, не знаю, AC/DC, ну а что я? Я ж в публичном месте, я как бы никому не мешаю. Я ж тихенько слушаю. Ну да, у меня наушников нет, но ничего. Зато и одновременно я, знаете, еще круассаны поедаю. Ну так, сорю немножко. Ну, я потом уберу. No. Ну вот что это будет, скажите? Москвипром – это наш караван. Спасибо. Свобода – это не беззаконие, Андрей, Я и не понял, анархия. 100% согласен. Это не так, что я вот свободен, я хочу, творю, что хочу и где хочу. Я с вами вот полностью написано, согласен. что можно в общественном месте и плевать. Есть там какие-то подзаконы, есть там какие-то законы о проведении выборов. Вот, Андрей, надо было действовать в рамках закона, надо было получать аккредитацию либо как от общественной организации, либо как от лица, и действовать в рамках предусмотренных этих наблюдателей. Ну. Там есть рамки. Ну, я понял. Возможно, вы там какую-то съемку могли вести, возможно, еще каким-то другим способом фиксировать проведение выборов. Но вот когда, Андрей, вы туда вламываетесь и начинаете что-то там, манифесты какие-то устраивать. Я же не вламывался. Андрей, это же хулиганство, свободно по сути. открыто. Это знаешь так, а что здесь такого, да? Ну, а что такого? Ну, я взял с собой, да, баскетбольный мячик, да, в общественное место, стою, стуку. Я что, кому-то мешаю? Так, а разве такое было у меня? Ну, правда. У меня же такого не было. Но здесь вот такое, не такое. Теперь вопрос к вашей супруге. Будьте любезны, поясните, в школе вы об этом начали рассказывать. А что это за декларирование жалобы? Если моя жена, как наблюдатель, видит, что происходит нарушение, она должна сказать в комиссии, что происходит нарушение. Она должна изложить это в письменной форме и подать председателю избирательной комиссии для рассмотрения. И председатель избирательной комиссии, получив такое уведомление в письменной форме, вот, даст оценку. В части он прав, что это излагается в письменной форме. Но никто не запрещает ее оглашать. Это мое право. И причем это делалось, насколько я поняла, не в присутствии каких-то избирателей и не мешало избирательному процессу. Не остановилась тетенька, выдавая бюллетень кому-то. Они должны были принять ее жалобу и сказать: хорошо, мы ее рассмотрим. А они хотели ее выгнать. Ну, камон. За что? За жалобу?
Ну, получается, нельзя жаловаться. А вот это декларирование публичное, а давайте стихи Пушкина прочитаем. Хочу даже спеть могу эту жалобу, если честно. Ваша супруга вместе с вами в публичном месте, предназначенном для определенного действия, начали делать то, что не предусмотрено регламентом. Хорошо, а регламент – это закон? Отвечаю, законы, подзаконные акты и прочие необходимые действия, которые носят характер предписания. Значит, этот юрист утверждает, что можно действовать и разрешено все только то, что написано в регламенте. А это заблуждение. Твои действия не запрещены регламентом. А регламент, он Всё. какую юридическую силу имеет? А какую юридическую силу имеет закон? Ну вот Конституция у нас, это самый главный закон. У нас верховенство права. Так. А вы мне, Так. я вам Конституцию, а вы мне регламент. Так вот что главнее? А я вам отвечаю, что Конституция – это основной закон любой страны. Вот любой страны. Все остальные законы и подзаконные акты, которые возникают из Конституции, регламентируют выполнение самой Конституции. Вот этот регламент, он, в его картине мира, он служит для исполнения Конституции. У меня сломался мозг. Конституция – это то, о чем народ между собой пришел к согласию. То есть мы все граждане вот этой страны, и мы согласны, что вот такие общие правила существуют для нас, и для нас они принципиальны. А вот как реализуется Конституция? Это в законах. Да, так, но законы – это действительно правила, но есть еще уровни законодательных актов, которые имеют большую силу и так далее. И если в Конституции написано, что выборы проводятся открыто и гласно, то, камон, как бы ты ни написал в регламенте, то Конституция имеет значение прежде всего. Хто вас пераканаў? Таемны юрыст-баязлівец Антон Деспат ці публічная і вядомая адвакатка Марыя? Напішыце ў каментарах. Яны, прыхільнікі рэжыму, хаваюцца ад нас таму, што ведаюць, што падтрымліваюць і абяляюць злачынную ўладу Лукашэнкі. Добра, што ёсць я, Павук Андрэй і астатнія добрыя людзі, якія выцягваюць на белы свет гэтых служак цемры. Чакаю ад вас падабайку і камент. Дзякуй за прагляд. Жыве Беларусь. До сустрэчы ў эфіры. Я попрошу вас единственное. Если вы мужик, действительно, и имеете совесть, вы обязательно в своем блогерском творчестве укажите на то, о чем мы услышали здесь сейчас. О том, что вы относитесь к президенту не с точки зрения оценки его дееспособности как руководителя, а с точки зрения его внешнего вида. Хорошо, Антон, спасибо. Но тогда у меня к вам встречное предложение. Если вы мужик, озвучьте свою фамилию. Поясняю. Мои личные сведения не распространяются. Ну, значит, вы не мужик, извините.